13 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,07 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2405 до 10,25 сомони, 1 евро от 11,07 до 11,16 сомони, 1 российский рубль от 0,1495 до 0,1525 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста в течение всей уходящей недели по марке Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки Brent составила $83.67 за баррель, марки WTI $78.17 за баррель. Стоимость золота в пятницу утром символически растет, находясь под круглым уровнем в $1900 за тройскую унцию. Курс рубля к таджикской валюте после заметного снижения в течение первой декады наступившего года за последние дни существенно вырос. По официальному курсу Нацбанка страны со 145 сомони за 1000 рублей на 10 января он повысился до сегодняшних 149,5 сомони, то есть на 6,4%. Резкие скачки курса рубля продолжаются с декабря минувшего года в связи с введением Западом потолка цен на российскую нефть в $60. Курс российской валюты по отношению к таджикской в течение декабря снизился на 11,3%, что крайне негативно сказалось на доходах 7 таджикских мигрантов, которые получали рублевые переводы. В Таджикистане цена на сжиженный газ значительно снизилась. Стоимость топлива в Душанбе, Худжанде и Бахтаре по сравнению с прошлой неделей снизилась на 1 сомони. 12 января цена сжиженного газа в столице составила 3 сомони 90 дирхамов. На прошлой неделе он продавался по 4 сомони 90 дирхамов. На севере Таджикистана цена такая же, как в столице. В Худжане, например, его можно купить за 4 сомони. А на юге страны, в частности в Бахтаре, сжиженный газ чуть дороже – 4 сомони 10 дирхамов. Но дороже всего газ в Горно-Бадахшанском автономном округе. Сегодня в Хароге он стоит 7 сомони. Стоимость этого топлива в январе 2021 года составляла от 4 до 4,2 сомони, после чего начала расти и достигла своего рекорда до 9 сомони за 1 литр. Цена на остальные виды топлива остается неизменной. Бензин АИ-92 составляет 7 сомони 80 дирхамов, АИ-95 – 8 сомони 20 дирхамов. Дизельное топливо продается по 12 сомони. В то же время на некоторых заправках столицы и севера страны редко можно найти бензин марки АИ-92. Снижение цены на сжиженный газ эксперты связывают с объемом импорта топлива в страну. В Таджикистане принята программа развития пастбищ на 2023-2023 годы. На ее реализацию будет выделено более 28 миллионов сомони. Из них 3 миллиона 245 тысяч – бюджетные средства. Остальную сумму даст Всемирный банк в рамках проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов Республики Таджикистан». Хватит ли этой суммы для полного восстановления ландшафта пастбищ? Средства направляются на улучшение состояния пастбищ, ремонт дорог и постройку скотопрогонных мостов, строительство и капремонт сооружений для дезинфекции животных, проведение геоботанических исследований пастбищ, ввоз и производство семян пастбищной растительности, приобретение транспортных средств и другой необходимой техники. В Таджикистане общая площадь пастбищ составляет 3,83 миллиона гектара, это 83% всех сельскохозяйственных земель. Если учесть, что программа рассчитана на 5 лет, то, соответственно, на каждый год в среднем приходится по 5,6 миллионов сомони. То есть на восстановление 1 гектара пастбища вкладывается около 7,4 сомони. Совет директоров Всемирного банка одобрил накануне 12 января грантовое финансирование в размере $15 миллионов от Международной ассоциации развития для технической помощи в целях разработки структуры финансирования проекта Рагунской гидроэлектростанции в Республике Таджикистан. Как сообщает Всемирный банк, данная техническая помощь направлена на оказание поддержки правительству Республики Таджикистан в улучшении финансовых и коммерческих рамочных структур проекта строительства Рагунской ГЭС и повышения его показателей в области технической, экологической и социальной устойчивости.
Проект Рагунской ГЭС, находящийся в стадии строительства, имеет потенциал принести значительные экономические, социальные и экологические преимущества для Таджикистана и других стран Центральной Азии, если он будет реализован финансово, экологически и социально устойчивым образом. После завершения строительства проект Рагунской ГЭС будет иметь решающее значение для удовлетворения внутренних потребностей Таджикистана в электроэнергии, особенно в зимний период, а также для поддержки соседних стран за счет экспорта излишков произведенной электроэнергии. Кроме того, являясь надежным источником чистой и доступной электроэнергии, проект Рагунской ГЭС может нести свой вклад в декарбонизацию региона Центральной Азии.